Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал. Мамаду больше больше всех о войне говорит тот, кто не умеет воевать о сам духе. إذا دبرت از تم كم قط واتسون برات تيج جنا واتسون برات با بينا واتسون از تمو أقدر أسن سوسن بشلا ويشاوج استم كم قط جن هشادا جن سونم سبيزة هم ديل أورانور سبيزة بشلام أس نسيخدك با سو جن وإبال جنو سو إدّا سو نخ مصو غيلو مصم جن شاني تسيش بشلام قيت بعد أتسجن شنو على أرنس أي عين آخينا شديد أتمدو مسنا أقبال جن شنو Jo, diamante واخين طنبا أدخل بمن الله تسدا بشلام سندر Дрега, رواني это YouTube чабен, это гайна бахсонез видеош яды, видеош пен гайна йочня, это токсонез. Ама шиес огавда, это хабелч, мацуфи бибизис. Да, могу и лоху, брат. Сам не бусу псаган везде. Цуантро Ибраим, чуаха мора. И YouTube подключите не мой. Хэшу наш чусо Ибраим. Окей, YouTube чунеш бук язяш эфир даяла бох, па. Эфир вой даца яла вой штвиста хулша. Ага. إيش تندون بشلام هاي بول بيا برات كدال أتو بيلا وزنده Дерес хил, إيش شو дерес хил مغلوب бошай. Ибраим. А чё звук слушает? Звук это сохеш нормально хэш уйсо муса. во сунам хаза башлам дик Цуантро алхамдулилlah. нормально хэзисо. Цац почан дик цахеш сын хэттер бас. Ибраим. И аз варлиш ка полностью واحد لا بس تعلم شو يستوى. يجرب العقب يا داش عبشتي خسر غز بس تقول دون. А просто YouTube чуабеш борвай цегошен бош сундер сообщение шковеч. Все дерес хил далси доел. А то чуабеш рез боч борха ведущий боч. Ибраим мой ведущий бош. Мяу хват чут сундер. Вежи, ашун хаусал, у нас есть такая тематика. Смотрите, у нас есть три направления. У нас есть башенная архитектура, у нас есть древность и происхождение Хасана Бакаева, у нас есть точно так же, если помимо нашего эфира Бог душу отвечать, да, и есть древняя история чеченцев, нахов 3-2 тысячелетие, дающего любую тематику, любую, когда вы захотите, небольшие параграфы мы зачитаем. А так, мы готовы ответить, я готов ответить на вопросы. Если хотите, могу показать вам карты, ну, на ваше усмотрение. Конкретно, я не хочу терять нашу аудиторию, чтобы все, кто желает, чтобы они не хотели, мы максимально постараемся задействовать. Если кто-то хочет зайти в эфир, здесь через телеграм-канал вы можете зайти. Ссылки на телеграм-канал есть у нас в YouTube-канале и везде на Instagram-канале тоже есть. Вы можете зайти в Telegram, здесь у нас идет прямой эфир, идет чат, вы можете вот Муса Мувар, Муса Ибраим Цуантро, Хитя Вокстаг, Кицац Цуантро, вы можете Шеш Гейта,
эфире чудово еще шун хатташ да еще шун. Дорогие друзья, Иншалла, не вы забудьте да ставить мулахаз лайки и вакум. подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Да, советую, да, آمين духа, آمين обещ мархабата. Вот как раз таки, ДСД, Европе, его шуцу, гуттараши, это большая, поддержки, хажи жимина, цундер, да, сейду, обещ мархабата, да, آمين آمين يا الله советую, да, آمين آمين يا الله фунд элче. Если Европе был выигрышна, хазхиштала, я шел передача, ой, дучтег, ой, зачитывать я шел истории, значит, наша аудитория не заключается только в Чеченской Республике. Наша аудитория более расширенная и на Россию, и на Европу для наших подписчиков, для наших братьев Нохчи, которые проживают по всему миру. Постараемся рассказать важное, нужное, интересное, касаемо непосредственно исторических процессов, желательно, конечно, до конца XIX века, то есть в начало 20 века, мы, конечно, еще до него дойдем, времена непосредственно революции, хотя этот период очень сложный, потому что у нас наши исторические, опять же, история там делится на две части. Есть моменты, конечно, которые делятся на две части. Это возьмем, допустим, после окончания времен имама Шамиля у нас появляется и гражданская война, это когда уже непосредственно белогвардейцы и красногвардейцы появляются, делится Чечня, опять же, делится на две части. Кто-то поддерживает бывший царский режим в лице Деникина, грубо говоря. Другие повелись на провокации или не провокации, я не знаю, коммунистов, которые сказали, обещали, что всем чеченцам вернут их исконные земли, и они будут намного лучше. И, конечно же, приводили в пример, что царская Россия всегда угнетала чеченский народ. В данной ситуации я буду говорить только за историю нашего народа, а остальное, конечно же, непосредственно соседние регионы сами уже, как вы знаете, любят уже говорить о себе, я да я, крыша не моя. Поэтому их историю я не собираюсь публиковать, кроме как ответов на вопросов. Мы знаем вот этот период, конечно, многие задаются вопросом, кем является Тапа Чермоев, Орца Чермоев, там, допустим, Майырбек Шарипов, Асламбек Шарипов, два брата, фактически являющиеся двумя политическими, исторически являющиеся по обеих стороны политических каких-то направлений, так сказать, одни из красногвардейцев, хотя многие утверждают, что Майырбек Шарипов не был сторонником, что он был глубоко законспирирован, хотя это знает только Всевышний Аллах. Что касается моментов, конечно же, про братьев Исраиловых, Хасуху, эти моменты в истории, они у нас есть, конечно же. Если мы говорим про обречество, если мы начинаем говорить, почему у нас получается, что Зелимхан Харачоевский, национальный герой чеченского народа, является героем, получается, пытаются сегодня некоторые преподнести его сына антигероем, потому что он якобы стал сотрудником НКВД. Но никто утверждает, опять же, я не стану говорить, что это однозначно так. Почему? Потому что никто не знает истинных намерений сына Зелимхана Харачоевского. Хотя некоторые утверждают непосредственно, что его цель была разузнать, кто предал его отца, и он нашел предателей, которые были тоже повержены, хотя и сам он погиб довольно-таки не в зрелой старости, а погиб молодым. Вот. Ну вот эти моменты, конечно, нам нужно обсудить. Опять же, я хочу, чтобы многие понимали, история не одинакова. Есть историки, которые записывают, что в этот период, начиная еще со времен Байсангура Биноевского, шейх Мансура, первого имама Кавказа, шейх Мансура, каждый хочет преподнести по-своему. Допустим, шейх Мансур не был именно вот национальным, чисто вот мы его говорим, как он национальный герой нашего народа. Но он был героем всего Кавказа. Шейх Мансур был героем всего Кавказа, потому что, начиная чуть ли не от Дербента и заканчивая последней
адыгскими землями, вот на всей этой территории, на всей этой гряды, он призывал людей за свободный Кавказ, хотя определенно долгое время шейх Мансур не призывал никого, терпеливо относился, но несмотря на неправильные действия царской России, которые переходили все границы, и в конце концов, когда уже и дошло до его родового села, вы знаете, его называли в то время представители царской России, да и пишут многие генералы, пишут, что он был уже пророком, что он призывал магометан, призывал, чтобы бунтовали против России, и его считали одним из самых злейших непокорных представителей Кавказа. В дальнейшем, как ни странно, сейчас для его дискредитации сделали его турком, сделали его итальянцем, сделали его башкиром, татарином даже сделали его, кем только не делают. Главное, чтобы он не был ногчи. То же самое, почти что про каждого. А Черхаджи, который там тоже не согласился за оскорбление, выхватил меч, хотят сделать кумыком, хотят сделать татаром, кем угодно, но ногчи сахальчан. Вот наша цель это доказывать, что они же были все-таки представители нашего народа, то в историческом плане мы не собираемся ни сочинять, ни выдумывать, ни делать что-либо. Мы говорим, если это исторический персонаж, и он является представителем ногчи народа, пускай он остается. Честно сказать, вот, гроза Кавказа Бейбулат Таймиев, наш великий политический деятель, умница, один из самых сильнейших лидеров после шейха Мансура. Его, по крайней мере, пока никто не оспаривает. Конечно же, про него рассказывают сказки, что ему отрубили голову, что он там нагнулся, ему там какой-то кумыкский князь там мечом разделил голову на две части. Такие сказки тоже рассказывают, тоже мы отрицаем и говорим, что на самом деле этих басен не было. Бейбулат Таймиев умер в своей постели, его пригласили на свадьбу, мы это знаем, у нас есть материалы по этому, отравили, и во время, после уже свадьбы, когда он возвращался на лошади, ему уже стало плохо, но его конь донес его, как говорится, до дома, и в течение 3 дней после длительной болезни, после отравления, он умер у себя в постели и похоронен на исторической родине. Никакой князь, никакой, кто бы не пытался бы себе сделать на этом политических очков или сделать, что они такие были айц крутыми, на самом деле Бейбулат Таймиев был одним из сильнейших национальных лидеров чеченского народа, очень хитрым, прагматичным, таким, каким он и должен быть. Вот. И всегда спрашивал одобрение, разрешение у Мехкел, спрашивал у наших старейшин, только по их позволению, одобрению он проводил свои мероприятия. Ну, остальные моменты, которые, что его тоже заказали, хотели убить внутренним силам, у него были кровники, само собой, позвал Ермолов, вы знаете, позвал их к себе, давал то ли 200, то ли 300 рублей золотом и в то время лошадь была, это как сегодня иномарка, 2 лошадей, на что они, конечно же, за убийство его, якобы под кровной местью, за кровную месть пытались, вот таким образом пыталась царская охранка уничтожить своих, так сказать, недоброжелателей, тех, кто воспрепятствовал им. Вот. И непосредственно он, как мы знаем, эти 2 наемников, киллеров, как сегодняшним современным термином, если выразиться, пришли к нему, сообщили, что война будет остановлена, что селения перестанут сжигать, а там шла такая ситуация. Если сопротивление оказывающиеся нападали, и у Бейбулата Таймиева очень хорошо это получалось, и после каждой удачной нападения Бейбулата Таймиева во главе с ним проводились карательные экспедиции, сжигались села, и вот им объявили, что война прекратится, и карательные экспедиции по сжиганию селень Алды, Старая Таги, Герменчук, они прекратятся, если Бейбулат Таймиев сдастся. Вот. Сдастся, точнее, если они его убьют, отравят, и там сумма, и 2 лошадей для каждого из кровников. Они все рассказали, он пришел, вы знаете, да, вкутался, этот момент описан есть в истории, мы это не раз публиковали. Бейбулат Таймиев имел настолько
мужество и дерзость, что он сам лично пришел, поговорил, пообщались, якобы заключили договор из-за того, что из-за его смелого поступка Ермолов обещал, что что не будет сжигать, что все это прекратится, но вы знаете, в дальнейшем, опять же, через уже кумыкских князей он был на свадьбе отравлен, и вот таким образом жизнь славного национального героя Бейбулата Таймиева закончилась. Что касается шейх Мансура, жизнь шейх Мансура до сих пор нужным образом, должным образом первого имама Кавказа еще, так скажем, за вуалью. Мы знаем определенные моменты, мы знаем пару экспедиций, удачные экспедиции, неудачные экспедиции, которые были за шейхом Мансуром. Но, несмотря на это, мы прекрасно понимаем, что до сих пор должного внимания, описания, как велись переговоры, есть какие-то письма, которые сохранились. Сейчас в последнее время уже некоторые материалы, что во времена даже имама Шамиля, он описывал его первым, как представителем, что он был первым имамом Кавказа и так далее. Вот такие моменты находят, и сейчас они проявляются. И точно так же отказ этого Умархана, или как его, аварского Нуцала, который отказался тоже присоединиться, как огромное количество кумыков, которые не те кумыки, которые сегодня пытаются, мы видели, да, год-полтора тому назад один сказочник там рассказывал сказки про него, что он там чуть ли не итальянец, а достойные наши соседи, братья кумыки, которые поддержали шейха Мансура и огромным количеством выступили против царской России в том историческом периоде. Вот. И кумыки достаточно большими, и лезгины. И даже несмотря на запрет, и аварцы тоже присоединились. Ну и само собой, дидойцы и андийцы тоже не остались в стороне. Даже, насколько мы знаем, есть информация о том, что именно мусульмане-осетины тоже присоединились к экспедиции, то есть присоединились к вот этому восстанию шейха Мансура. И сегодня мы знаем, что в пределах, в количестве 20 тысяч человек, уже когда здесь пару экспедиций провалились, к сожалению, неудачно нападение на Кизляр, из-за того, что многие не были регулярными армиями, вы знаете, да, это вот как собрались вместе, такая армия добровольцев, так сказать. Но из-за непонимания некоторые разбежались, некоторые отказались. После вот этого он ушел на Западный Кавказ, где вел свое сопротивление уже с братьями-адыгами, которые должным образом поддержали, и до последнего, пока он не попал в плен раненый в Анапе, он вел сопротивление, после чего мы знаем, да, буквально недавно публиковали, уже 200, сколько там лет было, 230 или 240, сейчас не помню, лет, как скончался, по одной из версий скончался от чехотки наш национальный герой шейх Мансур. И вот так о каждом мы, конечно, можем рассказать и про шейха Мансура, и про Байсангура Биноевского. Очень много легенд, очень много. Буквально недавно, 2-3 дня тому назад, статья от Дикой Пати мне попался опять в каком-то научном журнале. Она печатает, что чуть ли не Байсангура никто не знал, он вообще какой-то, ну, пытается всяким образом, ну, все что угодно она делает, но главное, вот, славу Байсангура Биноевского принизить, что в русских документах его нигде нет, что никто не указывал. Там 1-2 человека указали, и то его принизить. Там у него было 2 ордена от Шамиля, но такой мега личностью якобы он не был. Ну, короче, нарнийские ученые никак не угомонятся и не оставят в покое национального героя нашего народа. Да, были предпосылки, мне позвонили некоторые ребята и пытались мне описать, и начинают рассказывать, что якобы есть информация, что Бойс Харбиноевский, опять же, по словам некоторых нарнийцев, является андийцем. Но Бойс Харбиноевский никогда не был ни андийцем, ни сюли, ни рунки, ни разрунки, никем
и тут никаких сомнений в этом не быть не может. Но нападки будут и не перестанут. Ну, потому что многим не хочется, к сожалению, чтобы вот в истории этот человек, легендарный, воистину легендарный человек, к сожалению, Патя в этом научном журнале написала его кривой или косой, якобы Бергез переводится так, она написала. Его якобы звали в то время такой. Но каким бы он ни был кривым или косым, но я знаю, что Пати, он не дает ни сна, ни Башкалан, покоя. зависть он, брат. Зависть. Конечно, я без всякого Хагун. сомнения, это уже второй человек, который оскорбляет. Ну, как бы она пытается, вот сейчас это знаешь, вот, можно ли считать сегодня слабым Тамерлана Хромова? А его же звали Тамерлан, Тимур Хромой его звали. Несмотря на это, на свою хромоту, Да. может ли кто-нибудь сказать, что Тимур был слабаком? Да, понял, да. Понимаешь? И если бы сегодня я бы там сказал, да, он был хромой, он был таким сяким, но принизить его достоинство, конечно же, я не смогу, любые нормальные люди скажут, что это человек, который фактически повторил, да, жестокий, да, все что угодно. Некоторые восхищаются, потому что он мусульманином был, но нам он, конечно же, для нас этот человек не может быть героем, хотя некоторые, даже и у нас есть люди, которые пытаются мне указать и говорить, что якобы он наказывал чеченцев за то, что они были не мусульмане. Это неправда. Это маловероятно в том, что это правда. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что с 9 или 10 века, это буквально еще во времена табиинов, восточная часть, именно Аух и Ичкерия, уже ислам проник, и ислам был на нашей территории. Я уже не считаю, уже не говорю о том еще, что во время хазарского каганата через Грузию пришел еще Мирван, был такой арабский военачальник, я думаю, вы знаете, который под силой заставил хазарского каганате, одно из условий о том, что когда попался в плен Каган, главный хазарский, заключался в том, чтобы, если он позволит принимать ислам его подчиненным, то есть кто находится в хазарском каганате, а это было запрещено в то время, непосредственно в хазарском каганате был иудаизм и был непосредственно языческие различные верования, но ислам не позволялся, не позволено было. И вот, когда они настигли его, это говорится, где-то рассказывалось, что где-то где река Кума, то ли он настиг его. Ну, я так понимаю, это современная Кабардино-Балкария, ну, земли адыгов, черкесов. На поле он настиг его, Мирван со своей армией. Они думали, что это обычный какой-то князь, вот тот вышел, если я правильно понял по этим материалам, он то ли охотился, то ли он как-то развлекался, и вот так попал в плен, и те не знали, что это является главным каганом хазарского каганата, то есть главным. После чего, конечно, после того, как его обговорили, война шла уже давно, они воевали с мусульманами. Нравится нам это или не нравится, но некоторые ученые доказывают, что хазарский каганат, армию хазарского каганата, поскольку аланы были подчинены под хазары завоевали это, аланы были подчинены, они выставили определенное войско в пределах 2000, если я не ошибаюсь, говорили, если я не ошибаюсь, 2000. И они на стороне хазарского каганата бились на территории современного Дагестана, то ли Семиндера, то ли в этой области. Мы были на стороне хазарского каганата. Мы, имеется в виду Аланское царство, а мы входили в состав Аланского царства. Я не говорю о дзурдзуках, которые жили в Высокогорье, мы уже говорим о более плоскостной территории. Вот. И вот эта вся ситуация, конечно же, говорит о чем? О том, что ислам в любом случае у нас был, конечно, не повально. Некоторые, конечно, норнийцы восточные пытаются навязать нам байку о том, что якобы Шамиль принес нам ислам. Шамиль ислам не принес. Шамиль принес шариат, и он хотел устроить шариатское государство. Причем не только в Чечне, но и в Дагестане в общем. И некоторые путают, особенно безграмотные норнийские тупорылы,
пытаются сказать, мол, якобы чечены были бы Иванами, если бы имам Шамиль не принес ислам. До имама Шамиля ислам распространяли на нашей территории один из наших национальных героев, Ташухаджи Саисанский, который не только с восточной части нашей родины, но и доходил до Адыгеи, распространяя ислам. Это Ташухаджи Саисанский, который был при Гамзатбеке, который был при Гази Мухаммаде, имеется в виду, знал их, учение знал. То есть это первые имамы, которые начали газовать. Несмотря на это, Бешеная Патия не указывает, что почти 7 или 8 братьев Байсангура Биноевского погибли при Гамзатбеке, Гази Мухаммаде во время газовата. Восточная Чечня, называемая Ичкерией, она участвовала фактически, она на границе была с Дагестаном. Они участвовали в газовате, они были противниками. Всегда выступали в основном противниками царской империи, то есть взглядов царской империи. Ну, в историческом плане мы говорим. Поэтому сегодня, я не знаю почему, то ли куда я там петух клюнул, извините за выражение, но она очень нервничает, когда начинает возвеличивать Байсангура Биноевского. Но Байсангур Биноевский это айсберг. Там у нас есть Шуайб Мулла, там у нас есть Талхиг, там у нас столько наибов, которые Батуко Шатойский, Иса Гендаргноевский, Джаудхан Даргоевский, поэтому Белготоевский. Мы можем перечислять их очень много, и каждый на вес золота. И, конечно, бы Пати стоило бы задуматься об этом. Косой, кривой, какой бы он ни был, но Байсангур Биноевский имел такое мужество, что, несмотря даже после своей смерти, как она пытается указать, что некоторые барды и культурные наследия чеченцев, особенно Абузар Айдамиров, они якобы рассказали и начали нет. Прошло уже фактически 200 лет, как нету Байсангура Биноевского. Но народ помнит о своих национальных героях. И ведь речь-то идет не только о Байсангуре Биноевском. Еще раз говорю, Шуайб Мулла Цинтуроевский, одиозный, один из самых великолепных воинов. Как бы любили, не любили Талхиг Шалинский, Ахмад Автуринский, Джаудхан. Я же говорю, их каждый раз забываю. Уди Мулла, сколько их было. Мы просто сейчас только начали набирать оборот. Вы не забывайте, как бы многим не нравились, но 20 лет имам Шамиль и все его большие победы именно тогда, когда он находился на территории Чечни. 2 столицы на территории Чечни. Сегодня, чтобы не признать, что 2 столицы на территории Чечни, они начали рассказывать сказки, якобы эта территория Ичкерии принадлежала Дагестану. Настолько дошел маразм, что якобы они принадлежали якобы аварцам. И якобы эти 2 столицы не в Чечне были, а у них были. Есть такие. И те люди, которые сегодня меня пытаются упрекать, еще раз, мы не говорим про ислам, мы говорим про историю. Историю говорим. Есть карты, которые я вам покажу, где этот утырок, красный горшок, который ездит, делает фитну, газгонки добитый, ездит там то в Ингушетию, то в другие места, рассказывает. Он сделал карту сам, где полностью Чечню разбил на 6 или 7 частей и говорит, что все они принадлежали Сюле. Вся Чечня. И наши это хавают, и наши молчат. Наши, я имею в виду те, которые герои, которые всегда рады прийти ко мне и говорят, что я выполняю чье-то задание. Чье задание? За чей счет-то? За то, что мне 1-2 брата там иногда скинут донат, за это что ли? Что-то маловато, маленькая сумма. Любой, как это делают норницы, напечатайте 1 книгу. Сделай 1 книгу. Заработаешь 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона. Зависит от тиража. Я мог бы точно так же собрать и выпустить, сказать, это моя книга, покупайте. Все покупайте, зрители. Как многие, некоторые эти люди делают. Но какую пользу они принесут для истории? Из всех книг, в основном, которые можно... Как он закончится, я передам ваши вопросы. «Тени вечности» бесплатно. Он запретил ее продать. Лечи Ильясов, великолепно наш. Салман
Мурзабеков, путаю вечно, Мирзакаевич. Пару книг, которые вот ты читаешь, у тебя на сердце тепло. Ты радуешься, что это эти книги, которые написаны о твоем народе. Пишут так, переживая за свой народ. А Зарема, еще пару таких, которые имена там, Лаудаев, просто-напросто нахрапастали. Там сказали, здесь сказали, плохое, хорошее, беда. Очернить, не очернить ногти. Народ все взяли, забубухали, все. تعجين وردي حيقام حبيخ وغاش قول حدق ناخبو ندول دي تعجين نيت زال هنيادن سيرير تعاون تنا بيركي تنا لوزري هنا ازايتو пошлой чажию нехчи чажию هنيادن этир харю что за ерунду. У нас у андийцев есть свой сыр. Они до сих пор, вот казино Ам, кто едет, знает, они какие-то свои сырные лепешки, сыр продают, свой именно, вот, андийский по своему рецепту. У других грузинский сыр есть, я не знаю, у кабардинский сыр, у осетин свои сырные пироги есть. Они сохранили, а почему мы не сохранили это? Если мы сырные люди, как пытаются некоторые ублюдки, которые от горшка два вершка и сами не знают, откуда произошли, пытаются говорить, что мы от сыра. Другие говорят, от плуга вообще появились. Якобы вот Нох был вот, пахарем от этого плуг, цунах Нох, ол цунах хадылду. Дебилы. Слышу звон, не знаю где он, вот так пишут книги, печатают, выпускают и зарабатывают. А когда ты объективно пытаешься что-то рассказать, вот так-то, будьте осторожны. Шей истории, ларье, войсис из мадахит, войнокчи тейп на штушу, шадеш дукадеш, войнокчи тейп на штушу. Таван диха изушли, сюли некоторые начали утверждать, что чунгруать, нокчи был. Вообще гаплогруппа ДНК, которая L3 не подходит к сюли, L3 был, чунгруать шейбу был. Это сюли тейп был, а сюли газ и суицаник ислуш. Чунгруай не являются никакими сюли. И рядом не стояли. Харачо не является сюли. Чермуа не является сюли. Эхка не является сюли. Угоду одним сюли взяли, написали какой-то доклад, в Филькину грамоту, взяли дин эхки исконно ногчил был, лам эхки диабер, уарства сиябер, по своей территории шей мох больше уахошим было, сбежали отсюда, перебежали, наши уцелы приняли. А печатать кто это? Вочар печатать, и царь подхватить, то шучар, мабах болша, уаху, и до ленгиат каннел бы. Я те я больше ючил, уахоши, но шучар болша, уахоши, камирши шаш. Обошлам, он все, и предатель, и гунядин, са по молодости, что студент волшен, да, сурч, сакара, российский флаг, гер, сабеття флаг, гер, харьер, да я в студенческие годы, где я только не был. Я был на всех олимпиадах, я везде участвовал, и вот столько мне не стыдно. Я никогда в жизни сайк оман зьеца ди нас. Дикч аубец эца як нас. Дан ласодин мел як китарят. Иншаллах. Я занимался правозащитой, занимался, НКО занимался. Я это не скрываю, но я никому плохого не делал. Никому, никогда. Сахил лили нас. Хил аслилина, но сайкоман пайдан халит лилина си хил. Тан дия сиха икн واخين تعو سون عمو هويو عنا حيالوتو شو هما واخين تو إباغر تو واخين هوني هذين أسكر بلات بوتو وجودو بيتنتوش حنتوش دو أسي بيتن حن الصباح أسيدين سنو نقش قوما كيوش معيط سعيد تحس شد ولا بات باخس يمين ولا نقش كيوش سعيد شان بال بات باخس ديل دح بات نقش عبيد تخي إستوري وقتلن بيربو تشو حاج ولا أشر حاج ولا تيد إحي لا حقا كريمسكي بيت وخلا قيتشرس خلا غابرт ваш доуда Аллах, qiyat из года, но мы же со всеми находим. Почему адыги с великолепием всегда черкесы к нам хорошо относятся? Балкарцы некоторые пытаются питанда, черкесы некоторые пытаются, карачаевцы некоторых пытают против нас настроить. Но мы ни карачаевцам, ни балкарцам ничего плохого не сделали.
Войнам бир барду үш хилче, минш хилче. Мы единственно настаиваем на чем? Если у нас были какие-то... У нас были во времена обречества великолепные отношения с балкарцами. Побратимые братья балкарцы были с чеченцами, с грузинами были великолепны. Были ли войны с грузинами? Были. Чеченцы очень много пострадали от грузинской армии, и Багратион, и другие, которые вместе с царской Россией сжигали чеченские селения. Ну и братские Горные отношения части были. Кистетии, которые, Дзурджукетии, которые называют, много страдали. Но мы за это, не говоря о Берии, Гвишиане и Сталине, Да, не говоря об этих трех, до этого времена царской России страдали очень сильно. Но мы все равно с нормальными грузинами, с грузинским народом у нас нету ничего плохого. Есть только Башлам. Братские были отношения с грузинами в любое время. Вот. Нету, понимаете? А какой-то сегодня ХЧЛ сел там, начинает говорить, да они никогда, это я Куломбекашвили, я по маме грузин, я чувствую все. Ты чмо просто-напросто. Ты чмо. Человек морально опущенный. Во-первых, ты унижаешь своего отца, называя себя другой национальности. Ну ладно, ты православный, может, в вашей вере это нормально. Но у нас обычно по отцовской стороне. На Кавказе все по отцовской стороне, если ты не еврей. Это у евреев, кажется, только по материнской стороне. Да. Сел и рассказывает, заходят туда какие-то наши богоматбович, собаканиш, чубов, какой-то чат-рулетка, мат-рулетка, я не знаю, что это. Заходит с ним садится, а он, это быдло, которое не знает ничего. Чмо и да, И пытается, чмо это, пытается рассказывать, вот вы напали на нас било там 200. Баран, этот баран утверждает, что в Абхазской войне участвовало против Грузии, якобы участвовало то 12 тысяч, то 2 тысячи, то 20 тысяч. Дебил просто-напросто, короче. Все прекрасно знают, что вся группировка, которая пошла даже на поддержку в тот период, не было и 200 человек. 150 чем-то Орхус Башлам. Эти списки есть. И Да, они до сих пор 150 чем-то существуют. было бы. Вот, поэтому, если мы будем вот об истории говорить, вот здесь пострадали, там пострадали, я говорю, мы никогда не ставим война войной. Соседи, братья, друзья, грузин он будь, армян он будь, нам без разницы. Были армяне, которые здесь выходили в Грозном против того, чтобы чеченцы вернулись с депортации. Были такие. Но мы же по этим армянам не судим всю Армению. Да. Там один армян вышел на меня, пишет, вот ты вечно обвиняешь нас, армян, но он меня из-за Урарту в основном наехал на меня. То, что я утверждаю, что урартийцы это вот наше ближе. Он говорит, вот почему ты не говоришь, что Микоян спас вас и так далее и тому подобное. Я не сужу армянский народ по Микояну. Но и не сужу армянский народ по тем армянам, которые подняли бунт и которые были против того, чтобы чеченцы вернули на свою историческую родину после депортации. Я сужу по народу нормальному. Были хорошие, были плохие. Это Бароновка, все знают, в Грозном. Здесь проживали в основном все армяне. Тот, кто грозненский, знает, помнит. Было очень много армян. Да. Я еще, когда учился, был студентом ИСТФАКа, здесь в университете преподавала старая армянка еще одна. На медицинском факультете, кажется. Я имя не помню сейчас. Мне уже, наверное, Яци уже, Хайхариаци. 20 лет уже прошло с тех пор. Я поступил в 2002 году. Вот. Поэтому, что касается армян, да, армяне есть и хорошие, но есть и сказочники, конечно. Нарницы, то есть. Мы не про армянский народ, а про нарницы. У них тоже есть, я вам много раз рассказывал про фараон, про араон, ну, такие вот люди, которые говорят, что весь мир произошел. Точно, да. Олсен бэс хоз Москва. Дадюц, всю жизнь. Спорит, дешевку спорит. Он ищет гала, около гала, ищет. Хаверзан бас. Он садится вообще. Давай в интернет зайдем, бас. Алиса, скажи, кто самый смелый народ?
Приход уж, я звуку, а могу это ночи. Аз бы как доказательство есть, он ба, хлоп бошь мешал. Дог да, долго, а специально, задерживают ночи, масана, да что ба, духлак. Первый имам Милхил ба с Кавказа. Не Дагестана, Чечни ба, а Кавказа ба, с Милхил ба. Короче, аяхам башлам. Уж нахят, уж всю жизнь, уж хилил, уж хала. Зависть, олесан, черная зависть, и цей Муса, башлам. Хадал Муса, ахту ба, братка, ДРС, хамели его чумака. ДРС. Вот смотрите, я давно уже, знаете, да, сейчас в последнее время у меня не все хорошо, вот в плане финансов, я из-за этого многие проекты мне пришлось закрыть, и я вот как-то пытаюсь все равно выдержать все это, и пытаюсь как-то продержаться с Аймахылара, чтобы как-то проект не завернуть. Мне скидывают, там какое-то уголовное дело завели против Владислава Юрьевича Суркова, ну, по какой-то тематике. И это обсуждают. Зашли норнийцы, некоторые норнийцы, я национальность не называю, западные. И Сурков, а вы знаете, говорит, его за то, что завели уголовное дело, что-то вели, там проверки, что-то там, какая-то статья была российская. А вы знаете, говорит, что он чеченец? Да, у него фамилия Дудаев Асланбек, его отец чеченец на самом деле. Но при чем тут я? Снизу написал один Додик, я не знаю, вот настолько, я тебе говорю, я уже реально многие вещи уже вышел. Он говорит, такой же, говорит, как и Башлам. Причем тут я, который всю жизнь в основном живет у себя дома, никуда в основном, ну, на учебу так выезжал, друзьям туда-сюда, с одноклассником выезжал, остальное время все время дома. Причем тут я? У меня мать шатойская, отец у меня чисто бердикельский, Бердкелару, ну, мы эштар уадяхки, тут эштар, там сперва Серж Ойл Чечен, Бердкел Вахача. То есть, вообще при чем? Ты понимаешь? То есть, если бы, я не знаю, если бы какая-то была бы связь между нами и Гагарином, и вот сказали, вот Гагарин, первый космонавт, полетел, а вы знаете, кто-нибудь заявил, все равно бы перешел. Это говорит о слабости людей. Я за этих людей не переживаю. Просто мне многие скидывают, он хай хайхляц, он гений хайхляц, там, третий. Я не переживаю, Изри. Речь не обо мне идет. Я же не сижу, не говорю, что Бойсхар со фамилией Ру, Шейх Мансур Сайни Гу, Хачруай Сайниш Бу, Эшбатой Сайниш Бу, там, Шейлхуай Сайниш Бу, там, Атхуай Шабиш Сайниш. Не обо мне речь идет. Речь идет о чеченской истории. Да, брат. Речь идет о нашем наследии. Если появится, для чего мы это все вещаем? Ибраим, массовый Дорогие YouTube чувак, друзья, массовый. не забудьте ставить лайки и подписаться на Халдаться, канал, она кто еще не подписался. Если мы Баркал, всем сегодня спасибо. не будем рассказывать, все останется так, что некоторые 42. Если мы сегодня не будем передавать, вот, как говорится, вот таким образом хотя бы, для наших европейских ночей, для наших российских ночей, для тех, которые дома живут, не будем передавать вот через YouTube канал, Telegram или без разницы, любые социальные сети, не будем передавать свою историю. Реально завтра появятся люди, которые... Я рассказывал, Ибраиме, как раз мы начали рассказывать, делиться. Мы многие вещи узнали отсюда, допустим, что Шуайб, мол, прямой Шуайб, мол, Очхой Мартановский, Цуантрой. Это прямые его родственники. Центароевский, вот Цуантрой будешь, Очхой Мартановский. Мы точно так же узнали, что шейх Мансури, что у него тоже связано с Ашхой Мартаном, Чинхуаштане, да и связано. Шейх Мансур. Многие моменты, которые мы не знали вовсе. Цунен да, Доут Мартан Ярхаву. Шейх Мансур, нен да. Многие эти вещи, а для Ашхой Мартана это очень значимо. Это говорит о том, что Айп Мулла Мичару, восточная Нохчичуя, Ачхой Мартан Мича, Цюн Ишхила Тига Маря. Тиги Хошал Уичхила. Он туда приходил, там оставался на ночь и многие вещи.
Вот таких моментов очень много, которые мы не знали и узнаем. А каждый человек, особенно тот, кто любит свою историю, чтобы передать своим детям, остальным, как мы будем это передавать, если мы не будем говорить? Из-за того, что какой-то, я не знаю, откуда появившийся Чингачгук вылезет, что войну цанна деню капитан тюсердать, ногчи аж отбичане. Отбитаешь ногчи, шутся балбать, шутруются баться гальчане. Но своих национальных героев мы будем отстаивать и идти на этом пути. Да, это самял был бодигдич. Пока есть возможности, это он, да, у всех сейчас, наверное, время кризисное, но я пытаюсь держаться, по крайней мере. Ладно, Ибраим, задавай вопросы, я уже много рассказал, может быть, что-то объяснить кому-то нужно. Если кто-то хочет, мы зачитаем параграф. Башлам, ногчи баухчо, я один кучу, Башлам, ты слышал, что у красной шапочки мать, то есть западный ряд, Гергал Набат, Да, я слышал. Да, я слышал. С Малгобека, с этой области откуда-то говорят. Слышал. Но он утверждает, что она не ингушка, а якобы там проживающая, то ли еврейка, то ли кто-то такой. Я не знаю, ну, по крайней мере, такие разговоры идут. Зурзук кист ногчи, повторите вопрос, сочарчу раделари интеллуэлсон. Они его называют племянником. Когда он там выступал, говорили, что он ингушский племянник. Я не знаю, к чему это. Ну, она, если я не ошибаюсь, она жила там. Но я не говорю, я не утверждаю, что его собахцуна. Я не знаю, кто его мать. Какой национальный. И дела мне не было, честно сказать. Не бяхцаецу там, нани, да, кто бы его не был. Но жик ты хуах делуй, это однозначно. Там цашеку яцутя. Но так мне дела нет. Мне единственное, что то, что он вот раскидывает там всякие с его подачи, уастхвайт именно ИУ, цигацун цгергал лилош пешву. Это однозначно. Вот этот в докладе, то, что есть, все уастхвашлаз, гоца, рязинга, аухяшбал, уастхвагуй, непосредственно задевать. Это вот их совместная работа. Это однозначно. До этого доклада идущий почти что цадавацер, цуагора дацер идущий, хакара, шеш долче дабана булбах, голга булбах, эштеляс булбах, и все это они датируют где-то в 19 веке, 18-19 веке. То, чтобы сделать якобы эти земли, когда они пришли, сюлищи дар, а эцумант эхлит. Ну и плюс они говорят, их называют не ногчи именно, не чеченцами, а пытаются их указать как отдельные от чеченцев, якобы на границе живущие ингуши или там акинцы ингуши пытаются. Ну, доклад я вам зачитывал, у меня есть, вы можете проверить, если считаете, это не так. Башла. Зурзук кист ногчи, я один письма имама Шамиля, которые были переданы из США в Россию в 2002 году, обещали отдать Чечню, как это история Чечни. Ничего не слышал, ничего подобного. Откуда эта информация, я не знаю. Ничего подобного, по крайней мере, я не слышал. Я не знаю, этот год является, если, я не знаю, до конца года вся эта ситуация закончится, нормально, ненормально, я не знаю, но как бы то ни было, если получится, этот год должны отмечать столетие государственности Чеченской Республики. То есть в 1922 году уже непосредственно Чеченская автономная республика была, вот это государственность как бы. Мы не считаем о древности, там, о Сим-Симе и всех остальных не считается. Ну, не считает, имеется в виду в составе уже России, как Чеченская автономная республика в 1922 году. И вот в этом году очень много должно быть конференций, очень много должно быть, насколько я знаю, круглых столов по истории. Возможно. Я не знаю просто, как будет дальнейшая обстановка в России. Ну, и все, что есть, и были такие письма, и все, что касается этого, если будет, оно будет известно. Башла. Что касается передач Америки, если это произошло до конфликта,
до конфликта. Вполне возможно, что будет. Если это уже после начала этой, я маловероятно, потому что все, какие можно было, возможно было сделать санкции против нашего народа, они руководство Чеченской Республики, они приняли, и чтобы они нам что-либо дали, тем более, что мы могли там гордиться своей историей, я очень сильно сомневаюсь. С учетом нелегких отношений. Вот. Да, башла. Ситуацию. Да, башла. Антипон пишет: Башлан, ты смотрел ролик Асламбека, клуб российских изобретателей, материал про лезгин? Нет, я не смотрел. Уважаемые мои братья, мне многие вопросы задают про Асламбека, про Амина. И за этих людей я говорить не буду. Ни подтверждать, ни отрицать я не буду этого. Я думаю, если я сам сделаю работу, только тогда я смогу говорить. Я вас прошу, я очень дотошный человек. Я любую информацию проверяю много-много раз. Для чего? Для того, чтобы завтра, послезавтра не сказали, что опять же я говорю, со всем уважением ко всем, кто занимается, я ответственно подтвердить или сказать по этим вопросам не могу. Почему? Потому что я не занимался этим вопросом. Говорить, рубить с плеча, я видел многие материалы. Мне по некоторым работам, по камню, мне доходилось отвечать за Асламбека, материалы Асламбека. Неподтвержденных много моментов оказалось. Поэтому я не связываюсь, я не буду комментировать, я ничего подобного, по крайней мере, не слышал, пока сам не займусь. Я хочу, чтобы вы понимали, мы работаем против нарнийцев. А если мы работаем против нарнийцев, мы должны прекрасно понимать, что наша работа... Руслан, он целый зоны, 100%. Она должна быть чище. То есть ЖБ, железные доказательства, которые железобетоном будут. Мы будем пытаться, я понимаю, что в истории это очень сложно, но мы должны вот пытаться делать всегда работу на 5 с плюсом. Вот. Есть вот железобетонное, что я могу сказать, что у нас был выход к Каспийскому морю, однозначно. Что между речью Терека и Сулака уйма материалов я публиковал. Что остров Чечень и Чеченский пролив, что это в честь чеченцев, мы тоже публиковали, причем есть доказательства уйма. Не подтверждено, что Чечень это якобы корзина для рыбы, кумыкское название, это тоже чушь собачья, конечно же. Что якобы Даль написал. Даль, конечно же, со всем его уважением, был очень хорошим, создал толковый словарь еще до Ожегова, но это однозначно не подтвердилось. Это недостоверная информация о том, что якобы Чечень это корзина. Руслан, передай, ты вопрос. Остальные моменты, когда ты работаешь с полевым материалом, когда ты работаешь, это очень сложно. Там должна быть очень сильно доказательная база. Поэтому полевым материалом работает Амин, полевым материалом работает Асламбек. Я не могу это подтвердить. Почему? Потому что до тех пор, пока я не буду иметь доказательства, я не смогу, конечно же, подтвердить или отрицать материалы. Поэтому я очень осторожно отношусь к высказываниям. И по тому же Марату я тоже очень осторожно высказываюсь. Почему? За старательность я всегда говорил 5, но за доводы и доказательства это очень сложно. Очень сложно. Да, я был там, я залазил в эту яму, когда там 29 метров было или 27 было, я не помню уже. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Смотрел все это, проверял, но, как говорится, доказательной базы, к сожалению, не так много. Поэтому я пытаюсь очень осторожно относиться к каждому слову касаемо нашей истории. Хэшу. Башлан, вот то, что вопрос тебе задали в Ютубе, да, насчет этих писем. Кстати, я тоже об этом слышал. Тухайна, Россия, вот что, и вот там эти письма, которые пришли, да, и там много говорилось об этом.
Типа якобы это история Чечни, вот когда там музей, не музей, это все наладится, Мгм. и тогда их передадут, но пока будут в Москве храниться больше. Ну, я честно скажу тебе, я не слышал почему, потому что в первую очередь я уверен, что если бы Ну, это было, начало 2000-х годов, Даркай. не знаю, Из- я тебе почему говорю, сейчас очень многие материалы у нас уже в музее есть. Он уверен, Джамбокс, это уверен. Как его там? Министр. Умар, Умар Хуерсин фамилия. И целая фамилия, да, догорела. Но не факт. Он сейчас ездил в Грузию, он ездил в Армению. Они сейчас музеи привозят. У нас сейчас великолепный музей. Мы вернули некоторые исторические. Джамбулат Умаров. Вот. Привозили материалы оттуда, места много. Я, честно сказать, был на нескольких совещаниях, где собирались историки. Ни от одного историка не слышал такого. Имеется в виду, которые более или менее имеет к этому отношение. Не слышал я по этому поводу. Если бы оно было, я бы, наверное, Москва, ой, Гуптер крутится Дяшуи, и Лечи Ильясов, великолепный. Мурдалов, Муса, Муслим или Муса. Мурдалов, он тоже, вот, который занимается, сейчас мы должны еще с одним человеком, если получится, мы встретимся, который нашел в турецких архивах материал по шейху Мансуру, если я не ошибаюсь. Вот. Вот такие вот моменты есть. Но документы, которые получили от Штатов и которые есть в Москве где-то на сохранение, ну, ничего подобного не слышал. Почему? Потому что в первую очередь я уверен, что наша администрация, руководство региона, Един Хайарериш, я еще раз говорю, вполне возможно, если это правда, до конца этого года мы узнаем. Почему? Потому что это столетие непосредственно государственности Чеченской Республики. Очень много по истории должно быть сделано в этом году. Возможно будет, я не знаю, в связи с последними событиями, какова ситуация. Вполне возможно, что будет. И мы узнаем, насколько это достоверно или нет. Я честно вам скажу, не слышал. Вот про шейх Мансура и османскую, вот турецкие архивы, вот об этом у меня был разговор. Мне обещали, что дадут возможность ознакомиться, мы поговорим насчет этого, но больше пока ничего не слышал. Чтобы американцы передавали что-либо нам, ничего подобного я не слышал. Ищается секретная информация, по крайней мере. Может, есть. Я почему говорю еще раз? Смотрите, почему я говорю это еще раз? Смотрите. Дело в том, что вы помните, да, была очень большая тема, что и викинги наши дошли до Итамкале или Шатойского района, и наш брат Адлан задонатил, Адлан Дасайо, Аданат Духуахуэл, Обеш Мархабата, я это не ула, дала Шида Хлоритил, я это не донат. Смотрите, самое интересное, говорили, что викинги там дошли до Шато, что Красный Крест Норвегии, там Швеции, в Дании отвезли, что подтвердились. Мне до сих пор есть этот ролик, который гуляет, но я до сих пор связывался с нашими датчанскими, с Данией чеченцами, с Норвегией чеченцами, Швецией чеченцами, со всеми. Я попросил найти представителя этого Красного Креста, который нашел эту информацию, якобы нашел вот эти артефакты и подтвердит это. Но я не нашел их. До сих пор не нашел. Если в 96-м, 99-м году, там 96-й, 99-й год, вот эти 3 года был Красный Крест, если это все было зафиксировано, найдены там топор викингов, каска викингов и так далее, это должно остаться. Они должны зафиксировать это. Для них это такое же сильное событие, нежели чем для нас. Почему? Потому что викинги, скандинавы, которые были оттуда, спустились по Волге, зашли через, я не знаю, зашли через Каспийское море, потом по Тереку, потом по Аргуну, поднялись до Шатойского ущелья, там, я не знаю, ну, это реально должна быть бомбовский материал. Они должны это опубликовать.
но нигде не находят корни. А значит, если нету подтверждения, это все, опять же, устные разговоры, рассказы и не больше. Я не хочу быть, опять же говорю, мы не должны быть как Руслан Бузуртанов, который говорит, что Пекин это Дада. Или Иерусалим это Иерусалим ихний. Вот нельзя такие вещи допускать у нас. Нельзя допускать, чтобы наши говорили, что там нашли яйца динозавров, что там Йети бегает по горам. Люди смеяться будут. Люди издеваются, прикалываются над такими людьми. Над народом издеваются. Поэтому мы сами должны пресекать это, говорить, это неправда. Если это неправда, если нет уже доказательств. Вы должны это понимать. Америка сама от горшка два вершка, и там их истории там 200 лет, 300 лет модации. Что может Америка дать нам? Многие восхищаются. Да, это сегодня супер могущественное государство. Но в историческом плане это ничего, это ноль. Их история, это вот 1700, вот, начиная вот английская колония, то до сих пор оспаривается, кто там был раньше. Многие говорят, что еще до того, как туда там появились португальцы, испанцы, что там викинги прошли это место первое. И до англичан там были викинги. И эти люди нам будут присылать документы, которым 200-300 лет, я очень сильно сомневаюсь. Если бы сказали Британия, то есть Англия пришлет документы, у которых были с чеченцами связи, которые здесь British Petroleum, Shell разработки делают, которые мы знаем, Франция, Англия, Германия, Норвегия имелась непосредственно экономические какие-то связи с еще советской Россией, до советской России здесь разработками нефти занималась, до Баку самого. Я могу поверить. Но Америка, что она дала какие-то там документы, я не знаю. Может, кто-то там эмигрировал, но эмигрировавших туда чеченцев мы тоже знаем. Это в основном в 20 веке эмигрировали. Чеченцев, которые эмигрировали в 19 веке в Соединенные Штаты Америки, я не видел. Которые могли бы перевести туда документы. Карту как раз ту, которую нам эти норницы показывают, Гелия, они тоже, эта карта говорят, что она американская. Ты начинаешь ковыряться, ты не находишь у него конца. Кто-то просто залил, там написано Гелия, непонятно, что за, ты латинский вбивай, английский вбивай, любой язык вбивай, нету такого государства, нету такого, ни горцы, никакого названия нету. Но они утверждают, что Гелия это вот их якобы государство. Но нету, понимаешь? А корни этой карты выходят куда-то, ты смотришь в Америку, ищешь конец, кто автор, когда эта карта, как может быть карта 15 века, 16 века сделана быть в Америке, когда Америки не было в то время. Вот вы сами логически подумайте. Это карта американская, которая в 16 веке, в 15 веке сделана. Кто ее сделал в 15 веке в Америке, когда как таковой и государства не было такого? А эту карту они утверждают, что якобы она показывает, что это вся территория, причем Гелия находится от Дарьяльского ущелья до Каспийского моря. И там написано Гелия. И они говорят, что это вот еще до чеченской государственности норнийцы утверждают, что это их. Я очень много смотрел, откуда эта карта появилась. Но нет. Я искал во всех переводчиках немецкий, французский, латинский, греческий язык. Нету такого государства и такого, как говорится. И когда ты смотришь, там есть греческие мифы, там написано. Про Гелия вроде бы там указано. Но не больше. И как может Америка, которая там появилась, грубо говоря, 200-250 лет тому назад, ну, грубо, пускай 300 лет тому назад, может писать карту Северного Кавказа 15 века описывать? Вы сами подумайте, где логика. Поэтому нельзя поддаваться на провокации, поэтому нельзя верить в эти бредни и сказки. Ни про яйца динозавров, ни про все остальное. Эти вещи, они чреваты последствиями. Поэтому это оскорбляет наш народ. Это не возвышает, это оскорбляет наш народ. Нашу историю оскорбляет. Когда вы говорите про ковчег, спрашиваете или про что-либо другое, нужно очень осторожно смотреть,
Кто это сказал? Какие научные круги? И поэтому, если сегодня вы утверждаете мне, что американцы якобы передали какие-то документы касаемо чеченской истории, они лежат в Москве, вообще я говорю, как таковой. Но на это должно быть железное доказательство. Ни один человек из нашего истеблишмента этого не подтверждает. Ни Умаров Джамбулат, который занимается, везде лазит по всем архивам, ни Гапуров, не все остальные, которые занимаются сегодня историей. Никто. Нет, если это есть такие документы, они бы сразу... Музеи у нас есть, великолепные музеи. Сейчас все наоборот, все чеченское тащат домой. Но я, честно сказать, я не сталкивался с этим. Я не знаю, может оно и есть. Я не утверждаю, что я везде успеваю, везде просматриваю. Вот я сам насчет этой карты, я 2 карты нашел насчет этой гелия, которая написана. Одна вообще фейковая, там гелия написано, а сверху написано Мисджиген, ну, как нас татары называли. А второе, это вот эта американская карта, загруженная якобы в Америке. Ты ищешь края, концы ищешь, нету ни краев, ни конца. И все ее там закидывают, говорят, вот это оказывается Гелиос или Гелия называется там якобы наше государство. Любое название на букву Г спереди, все это уже автоматически переходит в разряд Глигва или Галгая, я не знаю почему. Но это чушь собачья, конечно. Поэтому утверждать... Ладуши, брат. Что ты знаешь про сражение Петра Первого с чеченцами, ба? Миллион раз об этом публиковали. Материалов очень много, поэтому российские материалы есть. Противостояние Петра Первого, когда Петр Первый вместе со своим Апраксин, кажется, был генералом Апраксином, причалил к Аграханскому проливу. Аграханский вроде бы он в то время, или Чеченский называется, я точно не помню. Где-то как-то так назывался, что он появился там, что оказали первое сопротивление, оказали чеченцы. Есть такое. Но они определенно войско опрокинули. После им пришлось отступить. И указывается, что кумыкские князья после с дарами, с быками пошли налаживать мир. Это есть. Материалов очень много. Сейчас я вам как бы скользь указал. Эта местность указывали еще в то время достойные наши соседи, братья кумыки указывали. Это место, где чеченцы опрокинули первые войска Петра Первого. Это первое место, где сражались многие более достоверные, достойные российские историки об этом указывают, что отражение первого чеченцы оказали там. Ну, что в то время чеченцы проживали на междуречье Терека и Сулака, никакого сомнения в этом нету. Эндери делился на 2 части. Вот. Половина из них, по крайней мере, чуть меньше половины в Эндере проживали чеченцы. Кстати, нарнийский Руслан, генерал стратегического назначения, как раз говорил об этом Эндере. Кстати, он диктует слова Ермолова, который утверждал, что это местность для разбойников, где продавались рабы и так далее и тому подобное. Указывал, обычно об этом писал Ермолов в своих записках. И что Эндери были, из этой части междуречья Терека и Сулака, чеченцы были отогнаны вверх. Это тоже по воле Ермолова. И он говорит, я не украшаю Ермолова, якобы у Ермолова 2 жены чеченки были. Бузуртанов как раз таки говорит об этой местности, Эндери. Вот об этой, вот неподалеку от этой местности непосредственно чеченцы вверх, это по низ, получается, по течению, да, до впадения в Каспийское море и откинули войско Петра Первого. Снова же, там не говорится, что он победили они. Нет, там пришли на подмогу и, само собой, наши ушли. Но первую волну, что они опрокинули, само собой, те были самоуверенные, более самоуверенные, что они вот раз все дикари, сразу говорю, война не затеивалась против чеченцев или против кумыков, которые там прожили. Нет. Дело в том, что Петр Первый шел на Баку, если я не ошибаюсь, или на Дербент. Вот об этом речь шла там непосредственно, что эту область он должен был осваивать, чтобы выбить персов
из области Кавказа. Это влияние персов было. И Баку, и Дербент. Это шаховские места были непосредственно, персидские. Вот из этой местности. И вот попал он в эту местность, Апраксинон, там даже указывалось, сколько кораблей, 200 или 100 кораблей было. Количество людей, все это описывается. И вот это первое, как бы, нападение отразили чеченцы совместно с кумыками. Говорят, что и кумыки были, я не могу сказать однозначно, сколько там было, но факт остается. И он зафиксирован не чеченскими историками. А в основном, самое большее, что делали, это Гюрджи-Бат, Гюрджи-Сани Лилдубаш, Дидойчи, Гюрджи-Сани, Церцани. Мы работали вместе, то есть Хабол, Церцани, оказывается, именно наш русский рэп до вот именно со времен имама Шамиля очень сильно взаимодействовал с Шаройским районом, взаимодействовал не с Сюлей, а с Гюрджи, оказывается. Да, правильно, Башлам, да. Черчерьяг Башлам, мой Шаройский район, Сия Волшиш, Чендуин, начать Бадуид, Айдла, Ваддагиштат, мы основном на нашем Шаройском территории. Они из Бабашла. Сюля никогда в жизни тебя Хашейла, никогда такого не было в Шаройском районе. Амабагра. Хинс хапи зават, именно хапи завут, и сказки шиц сай азамати. И у тебя тем халайбин, якобы наши шахты там были. Он почему-то времена имама Шамиля приписывает ко всем аварцам. Я не знаю, насколько он развит, он доктор, кандидат исторических наук Убол-Шуйчуи. Причем тут во времена имама Шамиля эти земли были во времена имама Шамиля вся территория Чечни входила в основном от Малой Чечни и до Хунзаха входила в состав имаматства Шамиля. А он начал утверждать уже якобы в это времена у нас там были шахты соляные. У меня же сейчас была стычка с ними, Азамаха, да еще была. Короче, мне прислали Суюртар Цамо, скинул Кинхи, аварское село Алязай на Чукасицу. Суюртар вы. А с Халаем поднял, я начал проверять, туда-сюда. Чисто аварская мечеть. Я смотрю, аварская мечеть, кинхийская мечеть в аварском стиле. Рамзан Кадыров выделил деньги на постройку мечети Кинхи. Построили мечеть, и они говорят, построена мечеть аварской культуры, аварском стиле, короче, все здесь аварское было. Аспаник халяхтен чулт, я сразу все говорю, он пяха и сацу язык, сацу руал, и он дадердится, что типа якобы только он именно ибьевац, а Гюльденштейн он хамацу язин про Кинхи, хамау хайша. Нет, что он писал? Гюльденштейн четко указывает Кинхи, чеченское селение, от названия речки Кинхи, белая речка, у Гюльденштейна есть запись. Ну, хороший источник, да, хороший источник. И именно, я удивился, я же не знал, что он доходит, да, у него есть, да, я ссылки скидывал, у меня еще есть, специально скинуть и Гюльденштейн указывает, что это чисто. То есть, к сожалению, мы больше сами себе наносим вред, когда начинаем сочинять, выдумывать то, что не было бы, что надо более основательно на свою историю. Не забывать, вот сейчас тяжелые времена, все почему-то резко все от всего забыли, все отошли от своего и забывают. И вот Акабах. Речь идет о национальном единстве. Речь идет о национальной идее. Еще раз, в рамках Конституции, в рамках закона, ничего, никаких лишних, противозаконных, никаких вещей мы не говорим. Мы говорим об истории, мы говорим о возрождении, мы говорим о дадиештейк. Буквально еще года 2 тому назад Конституция России. Сейчас Россия сама приходит уже к тому,
что идеология должна быть, национальная идея должна быть. Если мы национальный состав Йорша, история, почему я говорю, вот, опять же, возвращаясь к Шаройскому району, до 1080-х, до еще развала Советского Союза, взаимоотношения Шаройского района, непосредственно Шарари, Грузии были великолепны. То есть 1000 овец они перегоняли, занимались бизнесом, дружили, побратимами были, скрывались абреки, наши у них скрывались, они у нас скрывались. Это все было. Это только один Шаройский район. А был ведь, между прочим, еще и Тумкалинский район, был еще и Галанчевский район. Это же, я говорю только о тех, которых мы знаем. Само собой, на сегодняшний день у нас целый анклав проживает 10 тысяч вала, всего 20-30 тысяч белаца. В Панкейсе проживают исконно чеченские тайпы. Они проживают там уже лет 200, 210, 220 лет. Никто их, грубо говоря, не гонит, и мы их не забываем, и свою культуру они не забывают, и свой язык не забывают. Это говорит о чем? Значит, их не угнетают, значит, их не заставляют забыть родной язык, родную культуру, отказаться от своих корней. Они, наоборот, бошбатишь. Это наше богатство. Чем больше кистинцы, это наша достопримечательность. Я же много раз закидывал это видео. Поэтому от своего отказываться, конечно, нельзя. Никогда. Надо, наоборот, продвигать, надо, наоборот, защищать национальную идею. Национальная идея заключается в первую очередь в единстве нашего народа. Не в дроблении, а в единстве. Если какой-то, я не знаю, Джеки Чан, ну, не хочу обижать Джеки Чана, он-то хороший парень, какой-нибудь Чингачкук вылазит, блин, и начинает говорить, «Хош, делить, я шбу, вайгуняды, Европе нохчи бу, Цабол нохчи бу, Москва беш нохчи бу». Мы не про политику говорим, а национальная идея, о нашей истории говорим. Не стоит путать. Если Цахил нохчилат твой киечан гюжиш сюлиш киечан вай дайсдел шуцадах шуцах цацахилч ах шукамдат муатцахилч муахцахилч ламцахилч бауцахилч юрцахилч. Не допускает ошибок и забывать о своих корнях не стоит. Ишак жуап дела. Хасан Кыбыш, царь Чукушел, исторический момент, Карину момент упустить. И Ишмаяц. Хасан это единственный островок, который еще можно держаться. Так, Духабеш, Цучуабу, Аухов, Цучуабу. Так, оставить это не имею права. Они все платформы когда-то объединятся. Да? Сейчас я еще сделал Рутуб. Рутуб и Няхай. Рутуб тоже сделаю. Я на всякий пожарный уже я Кейч Халита.
Это российский сегмент, но он очень хорошо тянет. Сейчас люди начали повально туда переходить, но по нашей исторической тематике это никто тебе цама уэрдаться. Ага. Эта платформа открытая, причем сейчас уже везде объединенный его ищет. Ротоби приложение юйцаны, YouTube сан. И он, мобильная версия есть, компьютерная версия есть. Ага. Ну, хорошо. Я просто не гуится каждый, сейчас я посмотрю. Ну, Есть примерно Рутуб, гуем ВК каждый. сделай и тоже объедини. Они тоже объединяются, Азамат. Рутуб, Одноклассники, ВК, Телеграм, эти все платформы тоже можешь объединить. То есть они объединяются, там говорит, соединиться, Оля, хому была ссылка шери, с кем соединиться можно. Поэтому соединись, там тоже можно соединиться. Понятно. Ну, разберусь, наверное. Да, там не ВКонтакте трудно Юлина, разобраться. посмотрим, как там дальше пойдет. Ведь Инстаграм хаз кариз, не ясно что-то наехать царис. И за Йольши он тоже работает. Да, мегарду. VPN-яца? Йо. Вот ела VPN, Telegram, Facebook, ищаешь объединить ела он. То есть в одно место ты новость закинешь историческую, он автоматически загружает везде. Ищется. Это удобно. Надо Конечно. попробовать. Они пытаются, конечно, еще и с WhatsApp объединить, но я WhatsApp не согласился. Цаира с WhatsApp объединить. Ну, Чайк потом цап как-нибудь объяснишь мне, как это мегардуй? Хорошо. Мегарду дейдриска. Масанаха. Кенты хатта что Ибраим? Худу атига YouTube чу ахумадуй. Мичуаса Ибраим долга ладу. Набам сакяти. Германия 1-2 полицай. Самуал йоу. Нехт вобла. Ладу уже гарсо. Масуй чу ца хаттер дуйте. Хатташ дуйшу. Cenab hayatta şu. Hatta şu YouTube hatta başlamayın. Şon. Hatta жвак падал, что пора дютарду остан. Сегодня Азамат Чуэн, Сажимов побомбили мы здесь. Пообщались на разные темы. Башлам Бузуртанов говорит, что отопление башен – это ингушская культура. Ты скажи, чтобы Бузуртанов перестал слушать мои передачи. Ингушская культура. Тогда пускай покажет эту культуру. Хорошо, я-то могу показать. Ногти он ответил только нашу что. Башню. Пускай он покажет своих. Почему-то Чахкиев Джабраил Юрьевич вообще-то не говорит, что башенная архитектура и комплексы башенные, что они чисто ингушские. Он перечисляет чеченские, ингушские и осетинские. Они совпадают, Алю. Я думаю, что он забыл еще добавить плюс грузинские, потому что в Тушете, в Хевсурете тоже есть башенные комплексы, которые... И в Сванете, кажется, тоже есть. Башенные комплексы, которые во многом совпадают с нашими. Поэтому в своей книге «Чечено-Ингушетия» Джабраил Юрьевич еще, когда не было вот этой тематики, когда Советский Союз был и образование было намного сильнее, он пишет, что башенные комплексы вот родиной башен являются Чечня, Ингушетия и Осетия. Сейчас подали документы некоторые наши соседи, что родиной башен нужно называть только Ингушетию. Это тоже есть, это новая тенденция, оказывается, кто раньше подал, тот и как раз после этого появился вот этот прикол и фейк насчет Ингушетия зарегистрировала, Чечня зарегистрировала слоган Ингушетия мудр за... чеченцы предки ингушей Алдарватсон. Вот этот фейк как раз появился после того, как начали люди говорить о... Это, конечно же, прикол, чтобы все знали. Нету такого, никто не регистрировал это. Но
Прикол появился после того, как начали говорить, что Ингушетия родина башен. Ну, я не против, пускай называет кто хочет, как хочет. Люди уже сами разберутся. Я не противник того, чтобы кто успел, тот и сел, короче. Если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, сразу говорите, что к чему, конечно же, по мере возможности. Шейхаттар дала, хаттар ло, а то что-то сегодня тихие все какие-то. А слушает Алаги? Ох, телеграм чавай гуйся? Ха-ха-ха. Нет, то, что здесь и S такой же, а S такой же слушает, да, не без разницы. У каждого человека есть возможность задать вопросы. А если ты шамбях, я масло, я хочу борщ, специально чуян, зафиксировать, ладу, питанда, вальшвалаха, он сам себе цену делает. А так каждый человек может зайти и спросить, что он считает. Я снова уже говорю, я не противник кого-либо, и осуждать кого-либо не буду. Правда, отвечать на негатив я всегда пытаюсь. Если правда, конечно, скажу правду. Просто-напросто, что касается отопительной системы башенных комплексов, если он говорит, что он есть, я же сказал в то время, пускай просто покажет хоть одно. Если они есть, башенные комплексы, которые отапливаются, пускай покажет. Он покажет или кто-либо другой, какие у них отопительная система была. Я могу показать видео, где есть чеченские башни, на которых была отопительная система. То есть в стену встроена. Не батареи, само собой, речь идет. Пускай он тогда покажет, а проблем нет. Если он докажет, я с радостью приму, значит, у вас тоже были эдосы. А так, я, конечно... Когда Шамиль был с чеченцами, аварцы, лакти и таргинцы против чеченцев воевали, а когда распался СССР и Шамиля Калужского, аварцы сделали героем, Марк пел. Ну, честно сказать, насчет этого я ничего не могу сказать, оскорблять. Ну, мы знаем стихотворение Расула Гамзатова, мы знаем, как возвеличивали, как преуменьшали. Это разные периоды, по-разному было. Я не собираюсь никого оскорблять, ни Шамиля, никого. Кому-то герой, кому-то не герой. Мне многие пишут, вот вы пытаетесь. Нет, я не пытаюсь и никогда в жизни ничего плохого не говорил. Я не умиляю Шамиля и его достоинства. Шамиль остался в истории. Кто бы что бы ни говорил. Просто нам рассказывать о том, что Шамиль был такой или сякой в период времени, когда он находился на территории Чечни, нам не нужно. Мы прекрасно знаем, что он сделал, как его приняли, как лечили, как его взгляды изменились, как подстрекали наибов. Мы это знаем. Мы не говорим, что во всем Шамиль был прав или не прав. Мы знаем эту ситуацию с Губашем Гухоевским, мы знаем, и с другими мы ситуации знаем. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Снова же, я говорю, Тамерлан, на все его, он был тиран, вне всякого сомнения. Но кто-то ведь любит до сих пор Тамерлана. И мне прямо писали, говорили, Тимур был амиром правоверных, он распространял ислам и наказал чеченцев он за то, что мы были язычниками и так далее и тому подобное. Есть такие нохчи, которые такое говорят. Но это мнение этих людей. Для меня Тимур, каким бы он амиром не был, он не будет, никогда в жизни не будет героем. Тамерлан лично для меня не будет никогда. И Чингисхан не будет. Вот. Ну, для меня. А для кого-то, для каждого своего, каждый человек имеет право на это. У меня, вы поймите, у меня есть своя голова и свое мнение, и своя история. Наша история для меня герой нашего народа. Шейх Мансур, Эйбулат, Батуко, Талхиг, Шуайб и много, Байсанган,
Байсангур и много-много-много чеченских героев. Это для меня национальные герои. Я могу любить своих. Я чужих не приезжаю. Мне просто дела нету до чужих. Я за своих переживаю. Мне не надо навязывать кого-то Сюли, кого-то Гюржи, кого-то, я не знаю, Гири или кого-то других. Мне не надо навязывать. Я сам сделаю вывод, кто был, кто не был. Я не прошу ни у кого, и у других не прошу. И я не говорю, что хотите, не хотите, там, он ваш герой должен быть. Нет. Мы этого не говорим. Вот и все. Выступил Чумацер. Вистин غير شوارца уж. Вяхну Билишкенти. Сам да, сума да. Her телегизен лело хаста. YouTube бичо ворсо и бобиши. Яста тоусту нулагат. Хума да, сума да. Хаттер да, хат мекштон разницу шум да шон өзі. Хаттер дуккадер таган дег даат дистелле тоус. Вегердут. Хаттер дуккадоин дег доордат. Ой, да, ну ла. YouTube даен маяти. Ятсон. YouTube. Башлам, ассаламу алейкум, Башлам. Ты слышал, что про то, что Бенва и Гендер два родных брата, ба? Бильто? Или Бено? Бенва и Гендергно. Да, валикум ассалам. Все ногчи тайпы друг другу братья. А так, честно скажу, есть у Ахмада Сулейманова эта тема, но оно, к сожалению, современной наукой не подтверждается. Братьями всегда считались те, кто в тяжелый момент помогали. В основном братьями, тейпами, братскими тейпами считались, допустим, в Ичкерии это первые 9 семей. Это Гендергной, Беной, Аларой, первые, которые спустились в Нашхи. Вот от них и все, кто проживал в современном Нахчмахкой Оцунах, Ичкери, области Ичкери считались друг другу братьями. Это такая тема, братья не по крови, но им своим мол, Ибраим собрату. Хотя очень Хоцуантро усо эшпату, а Германия усо свежгалау. Но в общем, собрат Ибраим у нас. И если бы через 100-200 лет кто-нибудь сказал, Цуантро эшпату, братья Шмухундаш, Башламу, брат Бар Ибраим. Понятие брат и братство у нас всегда ценилось. Халош, допустим, Айса Гендергноевский, Байсангур Биноевский. Шивош Сану, Ши Ца Гендергноу, Ош Биноу. Ши Имам Шамилин Уля Хилау, Ши Имам Шамилин Хал Обчана, Чаквах Шена, Хилчана, первый Мартан, де Хал Обчана, Юк Ахилау, Ши. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому в этом плане весь чеченский народ друг другу шадал тайпнеш, олши вежриву. Побратимы, олилиш, сан метти ашу, лилиш, сан районе ашу, лилиш. Это сегодня, допустим, любой бено, на Жиртовске районе, энгной, беной, там, на слабах, асам уля ашбеш, там, аларой, кибеш. Шабеш олши вежриву. Лулах, кулашку. Вьетнам беш, допустим, дишни, эльстан шхуай, сад, дуай, эрс, нуай, Эшба, твой, Виденский район, Ашпешбас, Белх, твой, и Шолши, Вежребу. И вот так это по местности. Улли, Гергерчу, Лулхоч, Текач, Ахтвегу, их называли братьями. У Ахмада Сулейманова многие написано, вот эти братские тейпы, вот эти. Но ДНК, сегодняшняя ДНК, показывает обратное. Кова Шубо, Шмасу Ахмад Сулейманов, Тха, Тепташка, Эшбату, Тепташка, Язинду, Эшбату, Цеси молквай ковошуа. Тепташка язендуй. Есть другие тептеры, которые говорят, эхши беты шивошхалабуш. У Ахмада там Сулейманова записано так. Но ДНК, если мы сдаем, не показывает это родство.
Вот в чем проблема. А так это обозначает гоуши чуть гергалонш хила, гоуши туам больш летер штош, кидек дош, гоуши техоч хила, чирю чена, гоуши техоч хила, цундер вежри лош. Эцуман элду элхиецун. Это моя глубокая уверенность. Потому что по ДНК, по крови это показывает обратно. Я имею в виду несколько веков назад во времени. Я тоже говорю несколько веков назад. Конечно, мы же не говорим. Наш Харвабахкин Хуалю. Это 800-900 лет тому назад. Это не 100 лет, я говорю, не 50. Конечно, это давно. Поэтому я не могу сказать, вот, что это так. Почему? А так, гендер гной, аларвай, энгной, гунуай, вот первый наш харваяхки, 9 тейпов дутига, они считаются 9 из вашхала оштуш. Там не только гендер гной, беной халабок. Там еще остальные тоже есть. Алурай буцую, ахкабеш буцую. Башлам Бузуртана говорит, что мы полукочевники, ногчи. Бузуртанов пускай в зеркало посмотрит. Он увидит кочевника там. Сюда. Кочевника он в зеркале увидит. Дикду вежри ашпур была это дады арзурдуя хунда, к сожалению, уже минус его на. Тана ой донатятина кавашин Аллах да сайвел хо беш мархаба ташятина удоната шун масарна дерес хил YouTube чур хаусар хвай Telegram чур вежри масара Аллах да мукш мерш дах дуэл шу дал марниш قوبل дуэл кан каба мукшал иман ислам ихсан дуэл вайн масарна сюгер цахал хитер дэл цан кипер шун но да Аллах да инт ир доллар дуосо беш мархаба та عندنا خلقيتر دغاش وات السينجر سوقيتر история таламбар ахигер и душу гдейснег. Если я каким-то образом вас обидел, задел или оскорбил, я прошу прощения в первую очередь у Всевышнего Аллаха, а потом у вас в этот священный месяц Рамадан. Я лишь пытался рассказать вам историю. Получилось, не получилось, решать вам. Если я ошибаюсь, вы можете в любое время написать комментарий, ты ошибся, так-то, так-то, здесь неправильно. И я проверю информацию, подтвержу или сделаю подтверждение или опровержение. Мое мнение – это мое мнение. Мнение Азамата, высказывание, он тоже высказался свое мнение. Это его мнение. И есть, он также сказал, если кто-то считает, что он не прав, напишите, скажите. Азамат точно так же есть и в Телеграме, есть и в остальных социальных сетях есть. Мнение каждого человека я уважаю. Высказаться может каждый человек, зайти, оставить комментарий, не оскорблять, не материться, просто сказать, я считаю, что это так, или я не считаю это так. За спиной говорить никому ничего не нужно. Вы можете задать вопросы, мы ответим. Мы простые люди, мы можем общаться, мы понимаем друг друга. Хоть и живем мы все в одном государстве. Вот. Ибраим, ваша, он Ибраим, заставку поставишь, если тебе не трудно, и на YouTube отправишь вообще, на загрузить Йорка, Рутубчу, если, чтобы загрузилось автоматически. Да, обязательно. Сохрани, если получится, картинку там, заставку поставишь какую. Всем остальным делаю анонс. Если у меня финансово не будет затруднений, с Ахчан Ледер Лусала. Сейчас у меня все в разы, как говорится, у меня сумма подорожает Динай, потому что я не на обычном провайдере сижу. Пятница, суббота, воскресенье, время наших эфиров с 10 и до 12. И еще до окончания. Руслан Бузуртанов. Хватит смотреть мои эфиры и потом мне отвечать. Я в твоих эфирах не сижу. Нет до тебя дела нет. Занимайся своей историей. Мы займемся своей историей. Всем огромное спасибо, Масера. Это вот будут вопросы. Пишите в Инстаграм, Фейсбук, Телеграм. Есть у нас чат. В Телеграме чат есть. Вот. В Ютубе пишите. Оставляйте комментарии. Обязательно лайкайте. Всем огромное спасибо. Мы с вами увидимся через неделю. Всем удачи. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Hadi köye.
Ассаляму алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Масебюстей алеол. Всем спокойной ночи. Дерес хуль. Эфир ахилар. Марнаштай обалдой.